Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Элина Насырова. И в начале коротко о главном. Главный зарубежный партнер. Мы белорусов видим как действительно очень талантливых торгово-экономических партнеров. Вот нас всегда поражает деловитость наших белорусских товарищей. Ради Хабиров принял участие в форуме регионов России и Беларуси. Еще раз убеждаемся, что нашим регионам есть что предложить друг другу, и наш потенциал еще далеко не исчерпан. Совместный технопарк, туристические маршруты, магазин для быта и интерьера. Итоги работы башкирской делегации. Перестройка рынка. Люди хотели запрыгнуть в последний вагон, поэтому просто мы работали с утра до ночи. Ипотека с господдержкой уходит в прошлое. Что будет с ценами на недвижимость? Продавать, покупать или лучше переждать? Может быть, кому-то удастся что-то по акции, с каким-то торгом, с каким-то что-то купить, но что у нас глобально цены снизятся на серьезную величину? Неотложная помощь ветеранам и семьям участников СВО. Каждый раз мы расширяем меры поддержки по Республике Башкортостан. Ради Хабиров встретился с координаторами фонда «Защитники Отечества». В их рядах демобилизованные и мамы погибших бойцов. Как маме я их просто жалею и хочу помочь каждому, который ко мне обращается. 500 000 премий за любовь к детям. Это очень приятно, ведь получив этот грант, мы растем профессионально. Башкортостан стал первым регионом России, где учредили гранты педагогам дошкольных учреждений. На что нацелены направить выигрыш победителя? От бюджетных седанов до люксовых иномарок в аренду. У них есть возможность прямо в аэропорту арендовать автомобиль и отправиться в путешествие, скажем, в Бурзянский район. В республику вернулся федеральный сервис каршеринга. Компания нацелена инвестировать в регион 3 миллиарда рублей. В Уфимском районе запустят производство городского электротранспорта. Соглашение об этом подписали правительство Башкортостана, Минский автомобильный и Уфимские трамвайно-троллейбусные заводы. И это не единственная договоренность, которая была достигнута в Белоруссии. На этой неделе там прошел 11-й форум регионов Белоруссии и России. Официальную делегацию нашей республики возглавил Ради Хабиров. О результатах делового визита смотрите в репортаже Руслана Батыргарева. Теплой погодой и красивым закатом встретила Беларусь башкирскую делегацию. За день до старта 11-го форума регионов в Витебске прошло мероприятие, приуроченное к 80-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В первый же день визита глава Башкортостана встретился с губернатором Витебской области Александром Субботиным. Знаете, что каждый год проводится форум регионов Россия и Беларусь. В прошлом году у нас проводили, в этом году от Витебской области. Это актуализация наших экономических соглашений, торгово-экономических, культурных, гуманитарных. Уже на следующий день глава Башкортостана встретился сначала с председателем Гомельского, а потом и Гродненского облисполкомов. На повестке были вопросы укрепления сотрудничества между регионами и реализации совместных проектов. Сегодняшняя встреча очень яркое подтверждение, что, общаясь, мы получаем не только положительные эмоции, но и строим планы для дальнейшего развития. И еще раз убеждаемся, что нашим регионам есть что предложить друг другу, и наш потенциал еще далеко не исчерпан. Если с главой Гродненского облисполкома руководитель Башкортостана обсудил кооперацию в сфере сельхозмашиностроения, совместное производство минеральных удобрений, расширение взаимных поставок сельскохозяйственной продукции, то с гомельским главой говорили о совместном производстве химической продукции, повышении продовольственной безопасности, туризме. Кроме того, рассмотрели проект открытия в Уфе белорусской сети магазинов «До дому». Башкирия для Гомельской области стала братской республикой, и отношения у нас развиваются не только на уровне администрации, развиваются в экономике, развиваются в культурном обмене.
Беларусь – главный партнер Башкортостана по многим направлениям. С такими словами уже на секции межрегионального сотрудничества форума регионов выступил Ради Хабиров. Площадка в Полоцке собрала более 200 делегатов. Говоря о взаимоотношениях с белорусами, руководитель республики отметил, что следующим шагом в развитии сотрудничества станет создание на территории Башкортостана совместного с Беларусью индустриального технопарка. Вы знаете, сейчас мы работаем над более глубокими шагами по углублению промышленной кооперации. И работаем над совместным индустриально-инвестиционным технопарком в Республике Башкортостан. Мы уже выделили 200 гектаров земли и будем развиваться. Развиваются отношения двух регионов и в сфере туризма. По-настоящему популярным стал проект «Башкирско-белорусское долголетие». Ведется работа и по организации студенческих и школьных туров. Таким образом, Башкортостан – один из тех регионов России, который вносит весомый вклад в общее укрепление взаимоотношений между двумя дружественными странами. Важность региона в этом деле подчеркнул и президент Российской Федерации Владимир Путин. Направил приветственное видеообращение участникам 11-го форума регионов Беларуси и России. В прошлом году товарооборот увеличился более чем на 5%, до рекордного показателя в 46,5 миллиардов долларов. И мотором встречной торговли являются именно регионы, предприятия, оптовые поставщики, логистические центры, расположенные в самых разных уголках обеих наших стран. В рамках визита в Беларусь глава Башкортостана Ради Хабиров принял участие в пленарном заседании 11-го форума регионов. Мероприятие прошло на центральной площадке в Витебске и собрало порядка 800 делегатов. Главной темой стало укрепление межрегионального сотрудничества и реализация совместных проектов в различных отраслях. Мы провели переговоры с 3 областями. Каждые переговоры имеют свои стороны. Есть и сотрудничество в области сельхозпроизводства. Самое главное, конечно, для нас сотрудничество в области машиностроения. Мы договорились развивать программу «Башкирское долголетие». Значит, ждем туристов из Беларуси в Республику Башкортостан, потому что это такая двусторонняя работа должна быть. Ну, я считаю, что это очередной этап в развитии укрепления башкирско-белорусских отношений. Не только насыщенная деловая, но и культурная программа ожидала башкирскую делегацию в Беларуси. В Полоцке руководитель региона осмотрел Спасо-Ефросиньевский монастырь, основанный в 1125 году. Здесь же глава Башкортостана возложил цветы к мемориальному комплексу урочища Пески. Там захоронено большое количество воинов из нашей республики. Руслан Батыргареев, Ильшат Казакулов. Итоги недели. Башкортостан вошел в число регионов-лидеров рейтинга управленческой эффективности. Это так называемая группа «Высокая эффективность». К ней относятся 12 субъектов, в том числе Башкортостан. Составители рейтинга проанализировали экономические процессы, развитие социальной сферы, а также угрозы и риски, включая аварии, нападения собак, стихийные бедствия, террористическую угрозу. В частности, авторы телеграм-канала «Низ Игорь» указали, что в Башкортостане высокая эффективность управленческой деятельности, внутриэлитные конфликты в основном решены, есть поддержка федерального центра, положение экономики стабильное, высокая инвестиционная привлекательность, растет промышленное производство. Республика выгодно отличается от других субъектов страны, сумев переориентироваться в условиях санкций и привлечь инвестиции. При нынешнем положении деньги крупных государственных компаний и их привлечение часто результат лоббистской деятельности губернаторов и членов их команд. Башкортостане удается сохранить высокую инвестиционную привлекательность. Показатели рейтинга говорят о том, что в республике выстроено эффективное управление, управленческая команда главы региона действует слаженно, внутриэлитные конфликты практически решены, и те задачи, которые ставит руководство страны, очень эффективно реализуются у нас в республике. Известно, что регион попал в тройку наиболее привлекательных согласно рейтингу ОСИ, агентства стратегических инициатив. Здесь надо сказать, что агентство достаточно близко аффилировано с федеральной властью, то есть это, по сути, оценка федеральным центром инвестиционной привлекательности региона. Республика улучшила свои показатели по этому пункту, то есть она и в предыдущие годы входила в топ-5, занимала 4-е, 5-е место, но сейчас 3-е. То есть в целом это говорит о том, что инвестиционная привлекательность остается достаточно на существенном уровне. Значительное внимание в республике уделяется участникам СВО и членам их семей. Перспективы социально-экономической политики оцениваются как благоприятные.
Уровень поддержки военнослужащих сегодня – это еще один показатель, который отражает степень эффективности управления в регионе. И Башкортостан вновь в лидерах. Республика оказывает серьезную поддержку бойцам, отправляя гумконвоем. Причем формирует гумпомощь и сам регион, и практически каждый муниципалитет. Разработано 4 десятка мер поддержки участникам СВО и их семьям, которые касаются всех сфер жизни. Процесс оказания помощи отрегулирован, каждый вопрос решается оперативно. Ведомства отрабатывают очень быстро, вне очереди. Ну и, наверное, что говорить про поддержку СВО, когда вот Ради Фаридович Хабиров с удовольствием нас выслушивает, хоть мы и являемся, например, общественной организацией, но с удовольствием нас выслушивает и принимает те инициативы, которые мы предлагаем. Например, одной из крайних инициатив было на пленарном заседании Общественной палаты о бесплатном внеочередном ЭКО для семей участников СВО. И было поручение это отработать и это внедрить. Крепкая экономика особенно важна сейчас, чтобы выполнять социальные обязательства. Важнейшие из них – поддержка участников СВО и членов их семей. Ради Хабиров встретился с сотрудниками фонда «Защитники Отечества», которые и помогают бойцам найти работу, получить образование, психологическую поддержку и не только. За год, что работает Госфонд, к социальным координаторам поступили почти 50 тысяч обращений. Почти все проблемные вопросы удалось решить. О тех моментах, решить которые в данный момент не получается, рассказали во время диалога. Для них Ради Хабиров на месте поручил проработать соответствующие механизмы. Обо всем подробнее расскажет Артур Шамсудинов. Реабилитация, адаптация к послевоенной жизни, поиск нового призвания. Вот только часть из того, с чем помогают социальные координаторы. Сотрудники фонда «Защитники Отечества» – это, по сути, связующее звено между ветеранами, государством и обществом. Мы все вместе эту работу делаем, и, по крайней мере, я пытаюсь настроить и управленческую команду республиканскую, и муниципальные команды, что вот это главная задача. Пока у нас, на мой взгляд, эту задачу получается. Но мы должны ясно понимать, в чем сложность. Сложность заключается в том, что количество работы чисто по количеству людей увеличивается. Как отметил Ради Хабиров, любой человек, заключивший контракт с Минобороны, автоматически попадает в сферу заботы социальных координаторов, а вместе с ним и члены его семьи. За время работы в филиал фонда обратились почти 23 тысячи человек. Решено 46 тысяч различных вопросов. Среди основных – назначение мер поддержки, получение удостоверения ветерана боевых действий, федеральные и региональные выплаты, связанные с участием в специальной военной операции. Год назад, когда фонд только начинал свою работу в Башкортостане, в его штате было всего около 40 социальных координаторов. Сегодня 2,5 раза больше, почти 100 сотрудников. Все они в этот день собрались на площадке парка «Патриот». В рядах социальных координаторов есть даже действующие и демобилизованные участники СВО. Венер Сафин был в батальоне имени Шаймуратова с первых дней. Кому, как не ему, знать, что нужно военнослужащим и их близким. Сейчас он активно помогает сослуживцам. Мужчина поблагодарил главу региона за оказываемое внимание к бойцам и даже показал оберег, который Ради Хабиров подарил шаймуратовцам перед отправкой. До возникновения этого фонда мы с ребятами общались, я их консультировал. А сейчас при возникновении данного фонда у меня уже большая возможность уже помогать им не только советами, но и материально, как говорится, психологически оказывать им услуги именно по лечению, двигать их в нужном русле. А вот Диля Галиуллина из Абзелиловского района стала социальным координатором после гибели сына. При этом сейчас на СВО у женщины служит еще один, тоже кадровый офицер. Ко всем, кто обращается, она старается относиться с материнской заботой. После гибели моего младшего сына Таминдара 17 августа 2022 года было очень тяжело, но после проведения его 40 дней он приснился мне во сне, как наяву, и сказал: «Мама, продолжи мое дело. Помоги другим матерям и женам, ребятам, которые сейчас на СВО, и продолжи мой путь тем, что ты будешь им помогать». Участнику СВО из города Учелы Вадиму Емельянову за счет Госфонда приобрели современную инвалидную коляску с электроприводом повышенной проходимости. Другому ветерану Рубену Хасанову помогли установить протез. Ногу разведчик-пулеметчик потерял во время боев на Солидарском направлении. Однако сейчас сказать, что мужчина инвалид, язык не повернется. 4 класс активности у меня протез, все нормально. То есть можно и бегать, и прыгать? Да без проблем. Как обратился в фонд «Защитники Отечества», и считаю, за короткий срок сразу же мне сказали: все, вопрос по вам решен.
Приехал, получил, все нормально, занимаюсь спортом. В прошлом году на Кубке защитника Отечества по пулевой стрельбе среди 20 регионов занял первое место. А еще в фонде оказывают бесплатную юридическую помощь. Боец с позывным «Оса» обращался за консультацией касаемо реабилитации и путевки в санаторий, а также попросил включить супругу в список на бесплатное получение продукции молочной кухни. У меня очень много накопившихся социальных вопросов было. Вот. Это по поводу ордена мужества, медаль за отвагу, вот, что мне было положено, мне так и не дали, опять же таки. Если честно, я просто шокирован был этому во фонду, столько много знаний, столько грамотности, и просто, если честно, для меня это восторг. Особенно важно выходить за рамки формальности, отметил глава региона. В фонде, например, рассказали, что помогли сдружить маму и вдову погибшего бойца. И все же немало бюрократических издержек, о которых рассказали координаторы. Сейчас, например, санаторно-курортное лечение не могут получить родители пропавших без вести или тех, кто в плену, а также родители бойцов ЧВК «Вагнер». Ради Хабиров поручил продумать механизм, чтобы решить эти вопросы. При создании госфонда мы принимаем всех, потому что на нашей площадке мы совместно работаем с Республиканским центром поддержки участников специальной военной операции «Башкортостан», который был создан по распоряжению именно главы Республики Башкортостан. И это помогает нам закрыть те категории, которые не входят в деятельность фонда. Фонд «Защитники Отечества» – это история о том, как важно не забывать людей, защищающих наше будущее. При работе с ними не может быть мелочей, отметил Ради Хабиров. Артур Шамсудинов, Виктор Меренков и Ренат Акбашев. Итоги недели. Чишминский район. С июля оплачивать услуги ЖКХ можно будет без банковской комиссии, а деньги, переведенные на счета мошенников, которые находятся в специальной базе Банка России, будут возвращены. Со второго полугодия вступит в силу целый ряд нововведений, нацеленных изменить жизнь россиян. Они коснутся пенсионного обеспечения, оплаты жилищно-коммунальных услуг, выдачи загранпаспортов, оформления ипотеки. О ключевых из них расскажем далее. Для россиян, достигших 80 лет, вдвое увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии. В нынешнем году она составляет около 8 тысяч, а с 1 июля возрастет до 16 тысяч рублей. Никаких заявлений для этого подавать не нужно. Пенсию проиндексируют автоматически сразу после дня рождения. С 1 июля в Башкортостане, как и по всей стране, произойдет изменение тарифов на коммунальные услуги. Речь идет об отоплении, вывозе ТКО, водоснабжении, водоотведении, а также электроэнергии. В разных муниципалитетах цены будут немного отличаться в зависимости от поставщика ресурсов. Единое повышение по региону только на 2 позиции – это газ и электроэнергия. Стоит отметить, что для многих жителей республики предусмотрены меры соцподдержки по компенсации расходов на оплату коммунальных услуг. При этом с 1 июля оплачивать услуги ЖКХ можно будет без банковской комиссии. Такое право у многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, членов семей погибших инвалидов войны и участников Великой Отечественной. Это касается и погашения пени за задолженности по их оплате. С 1 июля вступает в действие федеральный закон о повышении размера госпошлины за действие с гражданством и документами. Так, госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения увеличится с 5 до 6 тысяч рублей, а за выдачу загранпаспорта для детей с 2,5 до 3 тысяч рублей. Заемщикам помогут выбраться из долговой ямы. Согласно новому закону, меняется очередность погашения задолженности по потребительским кредитам. Теперь люди в сложных ситуациях смогут сначала платить проценты по кредиту, потом уменьшать тело кредита, а пени и штрафы погашать в последнюю очередь. А вот с 25 числа вступает в силу долгожданный закон, который позволит вернуть даже добровольно переведенные злоумышленникам средства. Банки платежной системы обяжут проверять подозрительные транзакции и приостанавливать явно мошеннические операции на 2 дня, даже если имеется согласие клиента. Деньги, переведенные на счета злоумышленников, которые находятся в специальной базе Банка России, будут возвращены. С 1 июля прекращает действовать программа 8% льготной ипотеки на новостройки. В свое время она была создана для того, чтобы поддержать строительную отрасль в период пандемии. Но многие специалисты называют ее причиной повышения цен на жилье. Сыграет ли ее отмена в обратном режиме? Что ожидает рынок недвижимости? И есть ли еще варианты покупки жилья по выгодной ипотечной ставке? Мнение экспертов выслушала моя коллега Анастасия Чебаева. Вот за 5,5 миллионов вы заезжаете в готовую квартиру с ремонтом. И за эти же деньги в новостройке вы купите только однушку в отдаленном районе
Плюс там еще нужно будет сделать ремонт. Здесь же двушка с неплохим интерьером и встроенной гардеробной, рассказывает риэлтор Анастасия Хитриневич. Разрыв между вторичкой и новостройкой в последние годы стал рекордным. Если еще 5 лет назад до введения массовых льготных ипотек разница в цене достигала 10%, то сейчас, как заявляла глава Центробанка Эльвира Набиуллина, доходит до 44%. Было решено с 1 июля прекратить действие программы льготной ипотеки под 8% годовых. И несмотря на холодную погоду, банкам и риэлторам на этой неделе было жарко. Люди хотели запрыгнуть в последний вагон, поэтому просто мы работали с утра до ночи, выводили всех желающих. Также работали и банки, и застройщики. Просто банки и в субботу, и в воскресенье некоторые отделения выходили. Беспрецедентная 8% ипотека, считают специалисты, и раскачала рынок. С повышением спроса на квартиры взлетели и цены. Новостройка потянула за собой вторичку. Что же остается на сегодня? Помимо классической ипотеки, чья процентная ставка многих просто пугает. Сохранятся адресные программы. Сельская ипотека, IT-ипотека, которая будет действовать еще до конца года, семейная ипотека. И воспользоваться ею сможет большее количество людей. Кроме граждан России с детьми до 6 лет, претендовать смогут жители малых городов и регионов с низким уровнем строительства, а также люди, которые хотят построить собственное жилье вне зависимости от возраста ребенка. То есть пока действуют вот эти льготные программы, никакого снижения на рынке новостроек не будет. Кроме того, застройщики сейчас стали уже придумывать какие-то акции. То есть я знаю, что в Москве уже есть такое, анонсировали некоторые крупные застройщики, о том, что они готовы сами субсидировать ставки там на первые 2 года, на первые 5 лет. То есть ставка будет не рыночная, не 17-18, а будет ставка там 8-10. Но в убыток себе застройщики работать не будут, так что возможно, что и за такие акции в итоге будут платить сами покупатели. Есть и другой взгляд на дальнейшую стоимость жилья. Нынешние цены на недвижимость вкупе с ипотечной ставкой, которая может еще и вырасти при дальнейшем повышении ключевой, для многих уже неподъемны, а продавать все же нужно. И если мы посмотрим на рыночную ситуацию, на рыночные механизмы, а именно сейчас они будут более влиять на рынок, то здесь, конечно, надо говорить о том, что рынок остынет и снижение цен непременно будет, хотя в это верить многие не хотят. Республика, считают эксперты, в данной ситуации немного в более выгодном положении. В Башкортостане действует программа «Жилищное строительное сбережение». В течение 3-6 лет ее участники могут ежемесячно вносить средства и получать от государства премию 30% от взноса, но не более 5000 в месяц. При выходе из программы участник может приобрести квартиру в ипотеку по ставке от 5,5% до 7% годовых. И эта процентная ставка продолжит действовать и после 1 июля. Соответственно, все, кто вступает в программу жилстройсбережений, через 3 года может выйти и купить, вне зависимости от ситуации на рынке с ипотечной ставкой, ключевой ставкой, приобрести квартиру в ипотеку по сниженной ставке. Стоит ли пока повременить с покупкой квартиры и дождаться более выгодных условий, сказать точно не может никто. Прогнозы, которые эксперты давали пару месяцев назад, сейчас уже не актуальны. У нас со следующего года налоги еще повышаются. И НДС даже на упрощенную систему налогообложения будет. Поэтому вот этот фактор, он все равно как-то не даст. Если даже у нас будет какая-то акционная коррекция где-то чего-то, то, маловероятно, что это будут какие-то серьезные цифры. Может быть, кому-то удастся что-то по акции с каким-то торгом, с каким-то что-то купить, но что у нас глобально цены снизятся на серьезную величину, инфляцию тоже никто не отменял. В новостных лентах тоже много очень разных экспертов, которые там рассуждают на эту тему. Каждый из них понимает, что он может оказаться неправ, и точно так же я могу оказаться неправа. Поэтому здесь каждое решение сам для себя принимает. Менее выгодным стало и инвестирование в недвижимость. Специалисты предлагают альтернативы – вкладываться в ценные бумаги. Но здесь все же необходимо иметь представление о фондовом рынке. И можно легко потерять деньги. Начинать стоит с небольших сумм и акций крупных надежных компаний. Куда более стабильные вложения в банковские вклады. Тем более, что проценты стали привлекательнее. Появляются очень интересные варианты. Не нужно бежать в первый попавшийся банк для того, чтобы открыть вклад. Конечно, ставка будет зависеть от срока, от возможности пополнения и снятия денег, и, конечно же, от суммы. Лайфхак. Обязательно отслеживайте условия, на которых ваш вклад будет продлеваться. При пролонгации ставка может быть ниже действующих на тот момент предложений на рынке. Лучше этот вклад закрыть,
а поискать новое, более выгодное предложение. Это и хорошая возможность подкопить на первоначальный взнос тем, кто пока решил повременить с покупкой жилья и дождаться, что же будет в следующей серии остросюжетного сериала «Цены на недвижимость». Анастасия Ильчебаева, Артур Хуснудинов, Виктор Миренков. Итоги недели. Новоиспеченные обладатели грантов главы Башкортостана, молодые педагоги дошкольных учреждений взялись за новые разработки. Это воспитатели, инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители, педагоги-психологи и логопеды. 50 победителей. Сумма каждого гранта 500 тысяч рублей. Башкортостан стал первым регионом страны, где инициировали конкурс среди работников дошкольных учреждений с такой солидной премией. По предложению Ради Хабирова из числа участников конкурса выберут и до конца года наградят еще 25 человек. Она создает для детей праздник. Любое занятие становится увлекательным путешествием. Как музыкальный дирижер руководит оркестром или наставник тренирует команду, так и Екатерина Гронская в каждом своем воспитаннике старается разглядеть особенность, уникальность. Мне она очень нравится. И я хочу, чтобы она дальше продолжала работать в этом детском садике и тоже продолжала петь с другими детьми и никогда не сдавалась, если они будут не слушаться. Не сдается Екатерина Сергеевна 14 лет. Именно столько она работает педагогом, а вот в музыке с детства. Это увлечение идет из семьи. Еще прадед играл на баяне. Мама до сих пор преподает в музыкальной школе. Потому другого пути Екатерины Сергеевны просто не было. Конкурс среди педагогов-дошколят вдохновил на новый поворот, признается участница. Это уникальная возможность проявить себя в профессиональном плане. Это довольно-таки здоровый соревновательный дух, мотивация и поддержка молодых педагогов. Раз, два, три, начали! Евгения Зайцева, воспитатель Стерлитамакского детского сада, разработала комплекс упражнений для дошколят. Игра развивает координационные способности детей. Полученный грант главы Башкортостана в рамках конкурса «Педагог года» дошкольной образовательной организации позволит развивать проект дальше. Республика Башкортостан впервые выдвинула такой грант молодым педагогам. И это очень приятно. Ведь, получив этот грант, мы растем профессионально. Это стимул развиваться, мотивирует на подъем каких-то новых проектов, на реализацию нынешнего проекта. На занятия к Евгении Андреевне ходят поколениями. Родители сразу отмечают, как меняются дети после уроков физкультуры. Мои дети уже несколько лет посещают занятия физкультуры у Евгении Андреевны. В течение 4 лет мои дети стали подвижными, активными, полюбили занятия спортом. Екатерина Гронская и Евгения Зайцева награждены премией главы Башкортостана. Решение о проведении конкурса приняли в прошлом году. Башкортостан сейчас единственный регион в стране, где существует такая поддержка. Такое решение принял глава республики Ради Фаридович Хабиров, и это очень правильно, поскольку именно в дошкольном возрасте закладывается у ребенка и трудовое воспитание, и прилежность, и все то, что необходимо ему будет в дальнейшей жизни. И поэтому нам очень важно, чтобы ребенок себя в детском саду чувствовал комфортно, и рядом с ним были настоящие профессионалы. Привести в порядок детские сады страны призвана федеральная программа капитального ремонта дошкольных учреждений. Большинство из них построили в советское время, потому необходимо укрепить базу. В последние годы наша республиканская система дошкольного образования активно развивается. Мы строим и открываем каждый год в среднем по 10 больших новых детских садов. И это очень неплохой показатель. Поддерживаем оснащение их современным развивающим оборудованием и технологиями. В целом делаем качественное дошкольное образование доступным для каждого ребенка.
И сегодня у нас в Башкортостане действительно прекрасные детские сады с интересным профессиональным содержанием. Но мы все с нетерпением ждем реализацию решения президента. Вы знаете, в рамках нового национального проекта принята программа ремонта, модернизации детских садов. Потому что прекрасно знаю состояние старых детских садов, детских площадок. Поэтому мы готовим сейчас большую заявочную программу. И это существенно преобразит такой ландшафт и в целом внешний вид, состояние и внутреннее убранство наших детских садов. Важно, где будут расти дети и кто будет отвечать за их воспитание. Это вложение не только в настоящее, но и в будущее, которым уже завтра станут сегодняшние малыши. Ты просила пианино, чтобы играть? Да. Как кто? Как Катерина Сергеевна. Роза Хабибулина, Азат Садреев, Равиль Рахимзянов, Разиля Гениетуллина и Вадим Исламов. Итоги недели. Автомобиль на время. Сервис каршеринга «Делимобиль» вновь вышел на рынок республики. Крупнейший оператор стал первой федеральной компанией, которая предоставляет в регионе услуги по аренде машин от 1 минуты. На данный момент автопарк насчитывает 500 новых автомобилей разного класса. Как отметили в Минторговле региона, каршеринг будет способствовать улучшению экологии за счет сокращения пробок на дорогах. Сервис успел оценить наш корреспондент Азат Садреев. Здесь у нас есть меню, которое позволяет выбрать тарифы. И стартует он от 7 рублей за минуту. То есть доехать, скажем, из Дюмы до Гостиного двора выйдет дешевле, чем на такси. Также, в отличие от личного автомобиля, не нужно беспокоиться о заправке машины и ее техобслуживании. Выбрать можно разные модели, от бюджетных седанов до люксовых иномарок. Автопарк каршеринга пополнили и новые китайские кроссоверы. Это второй заход компании в республику. В первый раз они прощупывали рынок, но дальнейшему развитию, говорят, помешала пандемия коронавируса. Теперь Уфа стала 12-м городом России, где представлен Делимобиль. О крупном инвестиционном проекте в своих соцсетях рассказал глава Башкортостана Ради Хабиров. Вообще по России компания Делимобиль каршеринга работает в 11 городах. Где появляется каршеринг? Это очень выгодное условие, собственно, такой кратковременной аренды автомобиля. Появляется в тех городах, где нормальная дорожная сеть, где правильная система управления дорожным движением. Это на самом деле удобная история для людей активных, для деятельных людей. Утром вышел, телефоном посмотрел, где ближайший автомобиль, он мыт, заправлен. Ты сел, поехал куда тебе нужно. Чтобы воспользоваться услугой, нужно скачать приложение на свой смартфон, зарегистрироваться, прикрепив фото паспорта и водительского удостоверения. При этом возраст должен быть старше 19 лет, а стаж вождения от 1 года. В самой компании отметили, что Башкортостан является для них одним из стратегических регионов. Планируем инвестировать частично, уже эти инвестиции сделали несколько дней назад. Планируем инвестировать 800 миллионов рублей. И взять на работу 50 человек для начала. И планируем в течение 2 года увеличивать наши инвестиции до 3 миллиарда рублей. На эти инвестиции не только закупят новые автомобили, увеличив автопарк до 2000 машин, но и создадут собственную инфраструктуру. Это станции технического обслуживания, и мойки, и логистические передвижные цели. Для этого мы создаем новые рабочие места, также создаем собственные станции технического обслуживания. Каршеринг станет не только дополнением к транспортной системе города. Как отметили в Минторговле региона, он будет способствовать улучшению экологии за счет сокращения пробок на дорогах. Пользование каршерингом – это же не один человек, один автомобиль, а, как правило, один автомобиль сзади используется 6-8 пользователями. То есть это уже наличие на улице Уфы не 6 автомобилей, а 1 автомобиля, который удовлетворяет потребности пользователя в передвижении по городу. При этом увеличилась зона покрытия. Кроме Уфы, каршеринг также представлен в городах Стерлитамак, Салават, Кумертау, Нефтекамск, Октябрьский, но доехать можно и дальше. Каршеринг Делимобиль добавляет мобильности не только жителям крупных городов республики, но также способствует развитию туризма в Башкортостане, потому что одно из направлений деятельности компании – это предоставление возможности для гостей нашего региона осуществлять путешествия по всему Башкортостану. Например, туристы прилетели к нам из Москвы, Дальнего Востока, либо же зарубежной страны, у них есть возможность прямо в аэропорту арендовать автомобиль, причем абсолютно любого класса, от эконома до класса люкс, и отправиться в путешествие, скажем, в Бурзянский район, посмотреть красоты
башкирской природы, ну и, конечно же, уникальную Капову пещеру. Для этого гости смогут воспользоваться услугой почасовой или посуточной аренды автомобиля. Азат Садриев, Равиль Рахимзянов, Мунир Вильданов. Итоги недели. Уфа. Уфимская набережная сегодня стала местом празднования Дня молодежи. Участие в мероприятии принял и глава республики. Площадка была поделена на несколько зон: креативную, спортивную, проведение мастер-классов, а также поддержки спецоперации. На сцене выступили популярные артисты. Каждый мог найти себе занятие по душе, однако объединены юноши и девушки были единым желанием – творчески, полезно и интересно отметить их, можно сказать, профессиональный праздник. Среди гостей были и люди постарше. Праздник привлек внимание участников разных возрастов. Его посетили более 5000 человек. Площадка потрясающая, я говорю, очень классно. Все такое яркое, все такие улыбаются, все веселые, все красивые. Мне кажется, погода просто сегодня на нашей стороне. Мне мероприятие вообще нравится, на самом деле. Тут баскетбол, играю в футбол. Мне кажется, что такие мероприятия интересны молодежи. Много народу, много всяких развлечений. Если бы было бы больше таких мероприятий, то было бы хорошо и круто, весело тоже. Ради Хабиров ознакомился с активностями на молодежной площадке, поздравил причастных с праздником и вручил благодарности и почетные знаки доброволец Республики Башкортостан. По традиции руководитель региона сделал селфи со сцены для своих социальных сетей. Глава республики отметил, что наша молодежь самая яркая и талантливая. Вы учитесь, вы занимаетесь волонтерством, вы занимаетесь спортом. Совершенствуетесь. Кстати, ваши ровесники, многие на специальной военной операции защищают нашу страну, и они самые наши главные герои. Я сегодня только единственное хочу сказать, что вот сейчас мое поколение и мои ровесники управляют республикой. И вот наша задача через какое-то время рычаги управления от этой республики отдать вам. А для того, чтобы вы управляли республикой должным образом, надо хорошо учиться и совершенствоваться. И мы абсолютно верим, что через какое-то время вы будете следовать тому, что и делали мы. Развивать, любить нашу республику, с уважением относиться к старшим, защищать нашу страну. Поэтому желаю вам всем успехов, здоровья, чтобы все в вашей молодой прекрасной жизни получалось. Еще раз с праздником! Такой выдалась уходящая неделя. Оставайтесь на телеканале БСТ и до встречи в эфире.